Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мои видео, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, за вашу поддержку и ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: с минуты на минуту, со дня на день. Что случится, что произойдет, что вас ждет? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же ждет вас? Что случится, что неминуемо с минуты на минуту, со дня на день? В корне рисунка здесь нам показан человек, который очень быстро бежит с левой стороны к вам. То есть вас кто-то ищет, к вам кто-то спешит, но вас об этом не предупредили. Человек просто ворвется силой ветра, такого ураганного ветра, ворвется в вашу жизнь. Для вас это станет очень большой неожиданностью. Также может отыграться момент, когда вам кто-то скажет, что вас разыскивают. И вы просто ахнете, скажете: ну надо же, о боже, что мне с этим делать? Такая вот информация ворвется в вашу жизнь, в ваше пространство. Еще с левой стороны две задачи, два дела, которым вы будете заниматься. Вот все отставите, от всего отвернетесь и будете заниматься именно либо этими двумя делами, либо этими двумя людьми. Кстати, это могут быть и люди. А вот просто для вас это тоже будет неожиданностью. Смотрите, одна ситуация, либо одно дело очень быстро и легко вам покорится, сдастся, все случится так, как вы хотите. А вот со вторым придется повозиться. Причем так как-то капитально повозиться. Там вы можете увязнуть, просто увязнуть на несколько часов, либо даже на несколько дней. Что-то второе прям совсем непростое. Внешне кажется простым, но нет, там прям и корни такие глубокие, и какие-то зацепки еще присутствуют. Да, здесь вы точно вот будете возиться и завязнете. Но все равно справитесь. Не такой вы человек, да, и не такое вы проходили. Нет для вас ничего невозможного. Справитесь. Так, еще с правой стороны. Здесь вам показан ковшик, маленький ковшик, которым вы будете что-то черпать. Ну, например, черпать новые знания, что-то получать, что-то для себя, может быть, даже приобретать, обретать. Ковшик очень маленький, поэтому придется черпать очень часто, либо очень много телодвижений совершать. Вы, главное, не ленитесь и понимайте, что вы делаете это для себя, либо себе во благо, потому что с правой стороны выходит этот знак. Так, еще разговоры будут. Разговоры, когда к вам именно обращаются с чем-то, с какой-то проблемой, с какой-то ситуацией, за советом, за помощью. Здесь как наплыв людей, которые нуждаются в вас, нуждаются в ваших знаниях, нуждаются в вашей помощи. Это вас, кстати, очень удивит. И в какой-то степени будет немножко даже как раздражать. Так и скажете, что на мне свет клином сошелся, почему вы все ко мне идете. Да-да-да, как востребованность идет. Все чего-то от вас хотят. Прям даже в какой-то момент устанете от людей, от навязчивого внимания, и даже, возможно, там, отключите телефон, будете делать вид, что вас дома нет, да, либо вы где-то находитесь. Ну да, такое иногда бывает. Так, еще дороги вышли. Дороги, причем дороги привычные, стандартные. То, что вы ежедневно проходите, либо посещаете. И помимо этого еще дорога в какой-то казенный дом у вас идет. Опять же, вы все разные, у каждого казенный дом отыграется по-своему. У одних там больница, поликлиника, у других, возможно, банк, либо какое-то госучреждение. Также могут быть всякие, ну, допустим, там школы, вузы. Да, придется туда еще идти. Что вы туда идете с неспокойным сердцем, либо очень переживать будете. Но по итогу с правой стороны все хорошо будет. Все хорошо, и все порешаете, со всеми договоритесь, и все будет замечательно.
Так, человек на букву В как-то будет выделяться на фоне других людей. Этого человека в ближайшие дни в вашей жизни будет прям очень много. Либо очень много, либо человек что-то конкретное, серьезное будет для вас делать. Это может быть как мужчина, так и женщина. Это может быть и имя, и фамилия, и, например, ну, так вы называете этого человека. Ну да, на «В», врач, например, да. Либо там Валя, Владимир, да, ну вот человек на букву «В». Прям знаковая фигура идет. Так, бантик у вас выходит, что-то завяжется, красивое, новое, прекрасное, чудесное. По бантику часто проходят свидания, новые встречи, новые знакомства. Ну, прям завязывается. Он небольшой, но он с правой стороны, по правому делу, либо ну, как с благополучным исходом. Хорошее знакомство, хорошая встреча, хорошее начинание. С левой стороны сидит человек с дыркой в голове. Человек что-то делает ненужное, неправильное, либо даже опасное. И это скрывает от вас. Человек, знаете, как ошибки делает. Да? Делает ошибки, и вы об этом еще не знаете, а вот как узнаете, придется исправлять. Это кто-то из ваших, скорее всего, близких людей. Близких. Скрывает, реально скрывает, может быть, какую-то неприятность, а может быть, в принципе, какой-то необдуманный поступок. Это для вас станет, ну, такой, знаете, тучкой на вашем небосводе. Но понятно, что свою голову другому на плечи не посадишь. Ну да, такой диверсант. Диверсант в вашем окружении, в вашей семье, возможно, даже. Человек, который допускает ошибки. Ну, а вы будете все это разруливать, решать, устаканивать. Ну, как обычно. Я так понимаю, что это обычная ситуация, которая у вас периодически повторяется. Так, и еще люди, которые за вас цепляются, либо попытаются за вас зацепиться, либо здесь присоседятся к вам, к вашим возможностям, к вашим результатам, либо к вашим умениям, либо люди, которые за ваш счет чего-то хотят получить, добиться. На работе могут коллеги что-то ваши результаты, например, присвоить себе, либо наоборот, там, сослаться на занятость, либо на болезненное состояние, попросить вас за кого-то поработать, либо за кого-то что-то сделать. Могут еще, кстати, такие персонажи в долг попросить, да, в долг. Ну, имейте это в виду. Эти люди идут с левой стороны, они неблагородные, они нечестные, они ищут своего какого-то комфорта, своей выгоды и вот желание ничего не делать, байдыки бить и за чужой счет приобретать какие-то бонусы, бенефиты, либо чем-то разжиться. 2 человека мне показали. 2. Так себя будут неповадно вести. Так, еще буква К у вас большая вышла с левой стороны. Буква К, опять же, это может быть человек на букву К, это может быть ситуация на букву К, либо место на букву К. Там дырочка выходит. То есть что-то будет происходить как отток от вас. Может быть, человек на букву К будет занимать у вас долг. Может быть, человек на букву К что-то вам не даст, либо вместе на букву К что-то вам не дадут, то, что вы рассчитывали. Здесь вот как дырка, да, дырка, в которую все падает, уходит, пропадает, выветривается. Именно буква К. Либо остерегайтесь людей на букву К, либо не давайте в долг, либо, в принципе, будьте готовы, что вам могут отказать вместе на букву К. Так, я еще вижу, что какому-то человечку стало плохо. Неожиданно, как-то резко стало плохо. Либо приболел человек, либо травмировался человек. Это знакомый вам человек. Для этого человека вы что-то будете делать. Может быть, таблетки будете покупать, может быть, консультировать будете, да, чем лечиться, там, кому пойти обратиться. Ну, прям переживать будете за этого человека. Да, прям человек лежит, голова болит, самочувствие такое не очень. Так, еще магнитик у вас вижу. Магнитик, который к вам что-то притянет. Смотрите, в очередной раз кто-то из вас столкнется с тем, что ваши мысли, они материализуются. Вот как в магнит превращаются, и к вам это притягивается. Вы о чем-то подумали накануне, и вы это к себе притянули. Кто себя узнал, да, у кого такое периодически происходит, ну, правда, вы умеете материализовать свои мысли. Будьте аккуратны со своими мыслями, потому что помимо хорошего вы зачастую притягиваете и негативное.
негативное, которое перекрывает все то хорошее, что есть у вас в жизни. Это ваша сила, это ваш дар. Научитесь этим жить, либо научитесь этим пользоваться себе во благо. Таким людям, как вы, ни в коем случае нельзя негативить, нельзя думать о плохом. Даже если ситуация патовая и, как говорится, с неба падают камни, все равно не думайте об этом, потому что у вас сила дремлет внутри. Периодически она просыпается, превращается в этот магнит, который притягивает все то, о чем вы думаете. Думайте только о хорошем, думайте только о позитивном. Поверьте, с этим это дар, да, это дар, и с этим нужно научиться и дружить, и жить себе во благо. Есть такое за вами, есть. Многие скажут: ой, у меня жизнь ужасная, ужасная, только плохое происходит. Вот мне одна женщина написала с таким даром, кстати. Не здесь она мне написала на Фейсбуке. Она говорит: вот я вас часто смотрю, но вот у меня ничего не происходит. То есть ее высшие силы приводят на мои видео, она их смотрит, потому что она должна получать информацию, и у нее, грубо говоря, все как наоборот получается. И вот выяснилось, что она обладает этим даром. У нее магнит, который притягивает все то, о чем она думает. Но поскольку у нее какие-то панические атаки, у нее депрессии постоянные, она думает только о негативном, и только негативное происходит с ней в ее жизни. Прям на ровном месте всякая негативщина случается. Она-то думала, что на ней порча, она думала, что проклятие. Оказывается, нет. У нее дар. Дар, которым она не умеет пользоваться. Дар, который она сама из-за своих вот этих страшных мыслей обратила против себя, да, притягивает на свою голову кучу негатива. Вот. Я очень надеюсь, что вы, Лариса, прислушаетесь к моим рекомендациям и проработаете этот момент. И это действительно дар, который во благо вам идет. Так, теперь давайте пойдем дальше. Смотрите, здесь очень маленький человечек вам руку целует. Ну, маленький, это может быть младший родственник, это может быть ребенок, это может быть человек, который и ниже вас ростом, и младше вас по возрасту. Целует вам руку. За что-то вас будет очень сильно благодарить. Благодарить и дарить вам очень много положительных эмоций. У человека к вам чувство настоящее, чувство любви, чувство нежности, чувство благодарности. Может быть, даже как-то стеснялся этот человек своих чувств, да, и вот, пожалуйста, целует вам руку, как удобный случай произойдет. И вам будет очень приятно. Почему-то еще стесняться будете. Не знаю, зачем вы стесняетесь. Человек же вас, не знаю, не в постель тащит, да, а говорит то, что есть, то, что чувствует на самом деле. Так, еще. Я вижу какие-то нити за вашей спиной. Нити, как разговоры, как обсуждения, как попытка, может быть, даже каких-то обвинений в вашу сторону. Кто-то болтает, кто-то грязь разносит за вашей спиной. До вас, возможно, долетят какие-то осколки этих разговоров, кусочки разговоров. Кто это делает? Те, кому вы доверяете, те, с кем вы постоянно и часто общаетесь и делитесь сокровенным. Именно эти люди этим и занимаются. К сожалению, ну вот так. Так, еще стоит женщина. Женщина перед вами очень сильно виноватая. Голову закрыла, потому что грех на ней какой-то большой перед вами. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Кто-то из вас в ближайшие несколько дней узнает, что какая-то женщина виновница ваших проблем, либо негатива, который был в вашей жизни. А у других отыграется, может быть, она у вас что-то забрала, украла, отобрала, да, либо чего-то вас лишила. То есть вы узнаете, кто она такая, узнаете и имя, и фамилию, и мотивы ее поступка узнаете. Ну, знать своего недоброжелателя в лицо, это, я вам скажу, уже полдела, да, на пути к победе. Так, и еще, возможно, вы какие-то обряды проводите, либо проводили. И тогда у вас отыграется, что женщина, которая перед вами очень сильно виновата, она будет искать с вами встречи. Искать встречу, прям совесть заиграет, опять же, обратка на нее пойдет. И вот она прям будет пытаться вам попасться на глаза. Очень странно себя будет вести. Это тоже для вас, знаете, как ритуал сработал, да, обратка запущена. И эта женщина, во что бы то ни стало, будет искать встречу с вами.
Так, еще здесь похоже на мужчину, который за голову берется. Либо кажется, что он за голову берется. Мужчина нерадивый, мужчина ленивый, мужчина такой, знаете, привык байдыки бить. Какую-то активность начнет разводить, бурную причем активность, и на работу может пойти устроиться, и чем-то заняться, и там вам рассказать с 3 короба, что я вот там буду бизнесом заниматься, то-то делать. Девчонки, ну, все, что он скажет, делите на 2, а лучше на 3. У него как мотивации нет, либо какой-то страх, что у него не получится. Может быть, он себя там зарекомендовал, что он там супер-бупер, и боится, что все узнают, что он обычный среднестатистический. Мотивации ему не хватает, но бурную деятельность точно разведет. И еще, девчонки, у кого-то поклонники есть, которые тоже, знаете, по принципу этого мужчины начнут вам там обещать золотые горы. Знаете, как говорят, куплю, люблю и полетели. Очень много вам будут говорить, очень сладко будут петь, но опять же, все делите на 3. Ну, как говорится, не обольщайтесь. Если мужчина что-то хочет сделать, да, он не будет об этом говорить, он просто возьмет и сделает. А этот прям как этот балабол какой-то, очень много слов. 100 слов в минуту. Вы же прям сначала обрадуетесь, потом устанете от его этих россказней. Много говорит. Особенно отыграется у тех, кто общается в интернете. Да, в глаза-то стыдно смотреть, а в интернете что угодно можно написать. Да, так что имейте в виду. Хотя вы такая женщина, вы интуитка очень сильная, от Бога интуитка, вас так просто не обманешь. Так, кому-то сон приснится. Сон, который вас с левой стороны, скорее всего, как-то встревожит или напугает. Смотрите, сразу показали, что сон пустой. Там дорога от него идет, и она обрывается. То есть это ни о чем. Это какой-то стресс. Стресс, который вы испытали, либо какие-то, может быть, мысли ваши, да, либо здоровье. Организм подает вам такие сигналы, что вот займись мной, займись своим здоровьем. Пустой сон мне показали, страшный пустой сон. Чтобы вы не пугались, чтобы вы знали. Так, и еще какая-то звездочка, но она неполноценная. Ей не хватает пару лучиков. Звездочка прямо в венце. Либо вы чем-то увлечетесь, что-то понравится, да, вы еще не увлеклись, но вам уже очень-очень понравилось, вы заинтересовались. Либо это какой-то мужчина, который понравится. Ну, соответственно, если вы мужчина, то женщина очень понравится. Как начало какого-то увлечения, начало какой-то симпатии. Это как начало чего-то нового, интересного и перспективного, кстати, для вас и вашей жизни. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.